Приветствую, уважаемые зрители, комментаторы и подписчики YouTube-канала Татар Мира и сообщества Татар Мира в соцсетях. Мы в гостях у Ильдара Камилевича Сагдатшина. Ильдар Сагдатшин, мы к вам пришли, узнав о том, что у вас сделан шикарный проект по татароязычным энциклопедиям. Причем у вас здесь энциклопедии и для детей, я вот так понимаю, Самых Суасты маленьких. Даниясы, Зур машиналар и Минем Тәнем, мое тело, это для детей до 6 лет, И да? вот эти еще две тоже Да. до 6. Это для садиковских детей. Да, для садика, да. Потом у вас есть, значит, энциклопедии для детей уже Это школьного уже, возраста. Это Вот уже для школьного. футбол, бизнес, Ильдерхам континентлар, то есть страны, животные, да? Да. Вот. Сразу скажу, что в моем детстве действительно были подобные энциклопедии. Я помню вот серию «Я познаю мир», росменовские тоже помню, большие такие красочные книги. Но в моем детстве они не были на татарском языке, они все были на русском языке. И так получилось, что я для себя этот удивительный мир там, науки, истории открывал на русском языке. Я даже помню, вот первая такая энциклопедия, купленная моими родителями, это история древнего мира и Древнего Востока, была на русском языке, Росмен, и по науке и технологиям. Вот. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что вот сейчас эти книги появились на татарском языке? Что стало отправной точкой? Вообще, в целом, я бы хотел немножко о нашем издательстве сказать. Мы в год татарское книжное издательство издает порядка 200 наименований книг. Это если вычеркнуть выходные дни в течение года, то это получается каждый день новая книга практически. Ну так уж, естественно, каждый день не получается. Бывает в один день по 5 книг, а в другие дни иногда и ничего не бывает. То есть поэтому, но в среднем вот так и выходит. И большая часть книг, естественно, у нас издается на татарском языке. Вообще за более чем 100-летний период работы татарского книжного издательства издано порядка, по официальным данным, больше 350 миллионов книг. Но это только по официальным данным, потому что еще плюс это по данным, которые Книжная палата Российской Федерации предоставляет. Но там, к сожалению, не учтены годы военные и послевоенные годы, так как обязательные экземпляры в то время не доходили или не передавались. Ну, то есть не все подсчитаны. И поэтому я для себя считаю, что там период порядка 10-15 лет есть небольшая вот такая загвоздка, что обязательные экземпляры не передавались. И это, если их учесть то это порядка, я считаю, что это порядка 500 миллионов. Потому что в те годы тиражи и количество наименований доходило в год даже до 600 наименований, до 700 наименований в год татарское книжное издательство издавало. Сегодня 200 наименований, это считается если вот взять нашу Российскую Федерацию и в сравнении с национальными издательствами других регионов, то это серьезный, хороший показатель. И по данным показателям мы входим в первую тройку среди издательств Российской Федерации. Ну, естественно, национальных регионов, республик. И нам тяжело тягаться с такими большими, огромными издательствами, как «Просвещение», «Эксмо», которые выпускают в году по 1000 наименований и огромными тиражами. С ними, конечно, на фоне них мы поскромнее. И что касается вообще общей, если привести статистику, то в Российской Федерации на сегодняшний день где-то порядка 70% продаваемых книг – это детские книги. То есть, и поэтому, исходя из спроса, так скажем, я пришел в издательство 8 лет назад, у нас было много критики о том, что детских книг не хватает. Естественно, я тоже помню, что когда я рос, я читал даже татарские сказки во многом на русском языке. Хотя они были и татарские, но на русском языке были и красочнее, и интереснее, и других издательств. И, например, вот взять вот этот проект с кнопочными книгами. Мы все знаем, что я очень мечтал его осуществить, потому что кнопочных книг вообще на татарском языке не было. Была одна единственная выпущена «Алифба», одна книга, и она была моментально распродана. И
опыт издания был, поэтому я вот за этот проект держался руками и ногами, и это уже у нас 6 книг на сегодняшний день с кнопками вот такие изданы. Это была работа параллельно, велась в то время, когда мы плотно занимались еще и записью аудиокниг. У нас на сегодняшний день на нашем сайте порядка 800 часов аудиокниг, которые транслируются, мы их передали во все радиостанции, их можно скачать бесплатно с нашего сайта на любой носитель и слушать где удобно. Касательно вот этого проекта, благодаря поддержке Рустама Нургалиевича, президента, как известно, у нас есть комиссия при президенте по сохранению и развитию татарского языка, и вот благодаря совместным усилиям работы этой комиссии мы приступили вот к такому проекту, обратились в несколько российских федеральных издательства, и большой выбор был, потому что интересных книг, и нас больше всего нас интересовало именно те книги, которые и среди российских читателей уже какой-то результат по продажам, какой-то результат имели. То есть это наиболее продаваемые книги у издательства «Росмен». В прошлом году мы издали 5 книг для детских садиков. И данные книги были переданы в прошлом году уже до детских садов, до ясельных групп. То есть эти книги до 6 лет. А детские сады Татарстана? Татарстана. Всего Татарстана. Да, это мы сделали, то есть у нас в комиссии есть и министр образования, как бы мы смотрели по количеству детей в садиках, по количеству садиков, и то есть мы разнарядку согласовываем, в какие садики куда развозить, это все согласовываем с министерством. То есть правильно я понимаю, что в принципе вот родитель, у которого ребенок ходит в детский сад, поправочка, татароязычная группа или не татароязычная группа? Или вы и туда, и туда? И туда, и туда. И туда, и туда? Потому что татароязычная или не татароязычная группа, все равно русские книжки точно так же доходят до разных. То есть там и не обязательно, наша республика, она не только татаро-русскоязычная. Там у меня у сына в садике есть Георгий, который грузин, там, или еще есть несколько национальностей. Я просто к тому, что в принципе родитель может сказать, там обратиться к воспитательнице и сказать, вот у вас должна быть такая книжка, энциклопедия на татарском языке, и ему, в принципе, могут ее показать, да? Да. Ага. Наиболее вот большим тиражом у нас было вот этот проект, здесь их уже у нас в продаже и не осталось. Мы часть этих книг мы передали бесплатно в садике. Вот эти книги можно искать даже не только в каждом садике, а в каждой группе. Мы их большим тиражом по каждую книгу по 11 тысяч экземпляров развезли с учетом не только количества садиков в нашей республике, но и количество групп. Младшая, старшая, средняя группа. В каждой группе по несколько книжек вот такие до детей дошли. И мы сами ездили даже в садиковые группы, вот в Дербышках как-то были. И там очень приятно смотреть, наблюдать, как дети играют и занимаются по-нашему. Там помимо этого всего еще мы передавали различные прикладные, там, кукольный театр, там, или еще какие-то проекты мы создавали, и их тоже передали. Тоже благодаря комиссии по сохранению татарского языка. Продолжая тему доступности книг, вот у меня в руках книжка очень красиво иллюстрированная, очень красочные иллюстрации. Детям, конечно же, такое зайдет. Но я прекрасно понимаю, что чтобы такая книжка появилась, нужны дорогое оборудование для печати, там краски, хорошее качество бумага. Поэтому, конечно же, вопрос о цене. Вот как можно определить? Потому что я уверен, что люди, которые хотят, чтобы их дети также открывали себе мир на татарском языке, тоже захотят ее купить. Вот какова справедливая цена, ну, наверное, производства таких книг? И, наверное, она все-таки отличается от той цены, по которой можно было бы эти книги продать. Вот смотрите, если тут в разы отличается цена этой книги на русском языке от цены на татарском. Так, насколько? То есть, в разы. В разы. Я объясню, почему. Вот эта книга, по-моему, 130 рублей стоит одна. Угу. Это 200. Здесь она потолще, а пообъемнее. А вот это вообще 390? Вот если и, посмотреть... по-моему, вот это вот
530. Да, это все зависит от тиражей. То есть вот здесь тираж был большой, 11 тысяч, как я сказал, экземпляров мы передали в садике, и 1000 мы добавили за свой счет, за счет издательства. И 1000 экземпляров вышло в продажу. То есть если 11 тысяч бесплатно передано, чем больше тираж, тем все затраты, они делятся. Тот же самый налог, тот же самый гонорар, или это все делится. Ну, это элементарная математика. Чем больше тираж, тем книга дешевле. Поэтому, вот, например, вот у этой книги при тираже 11 тысяч, вы же сказали, 390 цена. А вот эта книга у нас, она подороже, потому что у нее тираж 4000 экземпляров. Да. То есть, если бы она была тоже 12 тысяч экземпляров, как это, то есть цена бы у нее на одного экземпляра, соответственно, была бы поменьше. Что еще какая есть? Вот благодаря тому, что комиссия у нас осуществляет как бы финансирование 11 тысяч. Комиссия по татарскому языку, да? То есть она осуществляет финансирование по изданию 11 тысяч, и мы добавляем 1000, и получается вот эта 1000, которая выходит в продажу, которую может приобрести любой покупатель, она уже с учетом всех затрат, разделенных на 12 тысяч, она становится гораздо дешевле. Поэтому, вот, например, если взять советские тиражи, поэтому там и книги были не такие дорогие, при 100-тысячных тиражах, например. И благодаря вот именно поддержке у нас работает в Татарстане еще программа издания социально значимой литературы. Здесь тоже такая же схема, такая же ситуация, потому что мы издаем при поддержке государства, и добавочный тираж, он получается гораздо дешевле, и это тоже социальная функция, я считаю, этой работы по изданию социально значимой. То есть для покупателя она может быть стоить даже дешевле, чем стоимость печати этой книги. То есть дешевле типографских. Не говоря уж там о гонорарах и дополнительных налогах. То есть это и очень много претензий даже с этой стороны бывает от наших других издательств, потому что в Российской Федерации, когда мы участвуем в совместных выставках, ярмарках, претензии в плане того, что у них аналогичная книга стоит дороже, а у нас она дешевле. Потому что если вот я, как, допустим, частное лицо, захочу издать эту книгу, она мне выйдет очень дорого. То есть, а при поддержке государства, государство как бы оно компенсирует расходы на типографские гонорары. И вот благодаря этому и окончательному потребителю, покупателю эта книга тоже достается дешевле. Правильно ли я вас понимаю, что говоря о том, что государство помогает, вы имеете в виду Татарстан и все его вот эти вот программы по поддержке развития татарского языка? На протяжении многих лет существует программа по поддержке издания социально значимой литературы. Благодаря этой программе 50 миллионов, вот до 2016 года 50 миллионов было, сейчас чуть-чуть повысили, 53 миллиона ежегодно татарское книжное издательство получает субсидию, и на что издает вот те самые 200 наименований книг, которые я сказал, мы в год издаем. Это благодаря вот этой поддержке, финансовой поддержке правительства. То есть, если бы, в принципе, Татарстан не помогал бы, то книжки стоили бы дороже? Во-первых, и дороже, и во-вторых, такого ассортимента бы не было. При выполнении программы есть индикатор, то есть за эту сумму мы должны минимум 160 книг издать. Вот этот индикатор мы обязаны его и выполнить. То есть если бы не было финансирования, естественно, ни о каких и мечтать невозможно было бы. И потом мы же выплачиваем еще, это система выплаты гонораров, например, писателям. Очень мало мест, где это еще сохранилось. Сейчас вообще-то уже идет в издательство, нужно прийти с деньгами, чтобы издать книгу. А у нас, наоборот, приходят, сдают рукопись и получают за это деньги у издательства в виде гонораров. То есть это редко где такое происходит. Но у нас, благодаря работе правительства, благодаря поддержке правительства, это имеет место быть. Каналы продаж этих книг, я так понимаю, в принципе, можно приобрести книги в маркетплейсах, да? Как вообще у вас по поводу вот этой темы выстроена работа? Вообще, это большая проблема, я бы хотел сказать, которую я же говорил, я руками и ногами за такие проекты. Я руками и ногами на сегодняшний день тоже за то, чтобы увеличивать каналы распространения нашей литературы. Потому что, к сожалению, литература, книги — это не
первоочередная необходимость для человека. Все бегут там за одеждой, за едой, а книга, она как бы получается второстепенная. Я уже сказал, что еще и есть, наверное, жалеют люди денег, потому что книга действительно дорогой продукт на сегодняшний день. Я уже сказал, что 70% продаж в России – это детские книги. Мы ведь на детях стараемся не экономить, мы можем себе что-то не докупить, а книжку ребенка мы покупаем. И что касательно распространения, мы для понимания, татарское книжное издательство – это все-таки издательство. И 90% сотрудников работает над изданием книги. Это редактора, корректора, в общем, производители, дизайнеры. получается. Да. А вопрос продаж – это как бы не основной вид деятельности татарского книжного издательства, а дополнительный. И на него не выделяется никаких, то есть ни субсидий, ничего. Это наша работа, это то, что… В нагрузку получается. Да, это наша тоже социальная функция, но вот мы кипим и варимся в своем собственном соку, как говорится, и несмотря на это, у нас на сегодняшний день более 500 контрагентов, это оптовых покупателей, которые, например, наш план по изданию книг, он известен в начале года. Они могут сами заранее сказать, какую книгу, в каком количестве они возьмут и будут продавать. Контрагенты, это вот для это наши зрителей, партнеры. Это магазины? Магазины, любимый, книжный, читай город, то есть со всеми магазинами мы работаем, но один нюанс есть, они хозяева магазинов, они выбирают из ассортимента то, что по их мнению будет продаваться. Татарскую книгу они выбирают? Выбирают, но опять-таки в каком количестве и какие именно книги из 200, это уже на их усмотрение. Но полный весь ассортимент, где можно все приобрести, это, естественно, в наших фирменных магазинах и на нашем сайте. Это сайт-портал у нас, Центр татарской литературы, мы его называем. Там, в частности, где-то 90% то, что там находится, в бесплатном доступе. И там же присутствует интернет-магазин, где можно заказать любую книгу, которые есть в продаже. То есть бесплатные части — это электронные книги, где можно электронную версию книги почитать. Я уже сказал, что аудиокниги, шикарный проект по аудиокнигам, благодаря поддержке президента был осуществлен, и сейчас он продолжается. То есть мы к этому проекту пришли. Это вот 770 часов аудиокниг там записано, из них часть аудиокниг для детей, это те же самые сказки татарские. И причем, что важно, они все прочитаны. Мы привыкли на русском языке, если аудиокнига, монотонно один голос слушать, а здесь они больше близки к радиоспектаклю даже, потому что и еще они записаны голосами, мы их называем золотыми голосами наших знаменитых актеров театров, дикторов телевидения, радио. Те голоса, с которыми мы просыпаемся, когда радио слушаем или видим их по телевизору. И плюс ко всему это правильная интонация, правильное произношение татарского языка. Это профессионалы. И я более даже чего хотел сказать. Я очень жалею, что мы поздно приступили к записи аудиокниг именно вот золотыми голосами. Потому что если бы аудиокниги вообще изобретены были в 40-х годах... Это вот про эти книги, да, у нас получается? Нет, это в том числе, это книги со звуковым модулем, а аудиокниги это полностью, это 770 часов прям непрерывных записей. Ну, вот смотрите... Если бы мысль только завершу, вот в 40-е годы были придуманы аудиокниги, в первую очередь для слепых. Ну, естественно, чтобы они могли слушать. Кстати, от общества слепых огромное количество благодарности за вот это мы получаем. Причем не только от татарстанского, даже из Узбекистана наши голоса похожи, язык похожий, вернее. И вот если бы в 40-е годы, когда были изобретены аудиокниги, мы бы, если тогда приступил этот книгоиздат, допустим, к записи аудиокниг, мы бы сегодня могли бы узнать, как звучал татарский язык тогда, в 40-е годы. И как язык ведь все время меняется, он всегда трансформируется, новые слова какие-то добавляются, какие-то теряются. И вот мне очень жалко, что например, мы можем найти запись, как Толстой сам сказки свои читает, а вот многих татарских, к сожалению, нет. Ну да. Возвращаясь к каналам распространения книг, в принципе, сейчас же у народа больше распространены такие приложения, как Озон, Яндекс.Маркет и так далее.
там можно найти ваши Да, книги? везде. Причем очень неплохие показатели. И вот Озон на первом месте вообще идет по продажам. И в Серии Валберес, и книг. Казань Экспресс, то есть мы везде есть. А, Лабиринт, и даже на Литресе есть. То есть во всех площадках, где есть, MyBook, то есть мы везде а присутствуем. вот по этой серии книг у вас есть какая-то картина, какой-то вывод, результат, как она распространяется вот через маркетплейсы, например? То есть вопрос к чему? Ну, настолько ли татары продвинуты, что ради таких книг заходят в эти приложения, ищут там эти книги, находят их и покупают у вас? Более того, у нас есть, уже появились, я их, правда, можно их назвать даже конкурентами, появились люди, которые открывают собственные аккаунты и наши книги перепродают чуть-чуть подороже. А, Например, через сеть ВКонтакте или еще где-то. Бывали случаи даже настолько парадоксальные, что заказывают через московские какие-то фирмы доставки книгу, и я потом выясняю, что человек, сидя в Казани на соседней улице, где находится татарское книжное издательство, вот оно находится на Декабристов, а человек с улицы Чистопольская заказал книгу в Москве, которая московская компания обращается к нам, мы ее высылаем в Москву, и она обратно ее присылает в Казань на соседнюю улицу. Хотя самовывозом это было бы в десятки раз дешевле. То А есть как надо грамотно сделать? это уже вот мы делаем, чтобы на наиболее популярных площадках мы присутствовали. Всё. Вот благодаря этому только. Просто Потому что по-другому Озон, никак. Но да. если человек привык закупаться там через определенную компанию, там службу доставки московской, мы не сможем его как-то переубедить. Только рублем, если он поймет. На этого человека мы вышли, я ему объяснил, что можно вообще зайти на сайт, заказать книгу и даже вот пешочком пройтись самовывозом. Вообще без доставки получается. У нас можно прямо в издательстве заказать и купить книгу. На самом деле, я уже купил у вас 2 книги. Первая книга, вот она даже тут есть, это про обитателей морей и океанов, подводный мир, да. И вот здесь этой книги нету, но книга, посвященная динозаврам, тоже на татарском языке. Ну, сразу скажу, что татарский язык у моей жены, он не супер развитый, даже не уровня среднего, да, но она старается, у нее есть интерес, и она старается приобщать к татарскому языку и мою дочку. И поэтому мы в ваших книгах обнаружили такой момент, что вот у вас помимо красочных картинок, которыми пользуются дети, есть текст, который адресован родителям, чтобы они читали, пересказывали, но текст полностью на татарском языке. Нету ни подсказок, ни сносок, ни подстрочников, где, может быть, как-нибудь объяснялось бы или пересказывалось бы на русском языке. Книга — это такая штука, когда вот ты ее берешь в руки, да, с ребенком уединился, и вот у вас как такая атмосфера. Если ты в этот момент вытаскиваешь телефон, чтобы подсмотреть, ребенок может переключиться на телефон, и ты его уже в книгу не вернешь, да. Поэтому у меня к вам вопрос. Вы как бы при производстве вот таких энциклопедий закладывали вообще такую проблему, разный уровень владения татарским языком татарами? Вот смотрите, я изучал немецкий язык, когда учился в университете. И наиболее запоминающиеся фразы на немецком языке — это те, которые я не мог понять и искал в словарях. И вот эти фразы я до сих пор помню. А те, которые понимаю и спокойно пролистываю, они не задержались у меня в голове. Поэтому это очень полезно, если ваша супруга что-то не понимает и сама лично найдет это и поймет, это запомнится ей гораздо серьезнее и надольше. Но здесь надо сказать, что у этих именно книг у них есть авторское право, закреплено вот издательством Росмен. Вот И тут поэтому, вот Росмен. поэтому выносить. Вот здесь, кстати, на все книги, на каждой книжке можно посмотреть. И поэтому мы не имели права вносить какие-то коррективы и что-то добавлять туда, потому что есть авторское право. Но на сегодняшний день мы планируем дальше продолжить этот разговор с издательствами уже с учетом наших пожеланий по добавлению сюда регионального компонента. Вот, например, взять опять-таки те же самые хайваннар, да, вот из них можно добавить несколько страниц, мы готовы это доработать, те животные, которые встречаются на территории Республики Татарстан, например, из Красной книги. Та же самая авиация. Да, наши самолеты Наш казанские. самолет Ту-160 здесь очень бы неплохо смотрелся среди других, причем
Нам ведь есть чем похвастаться, похвалиться. Поэтому вот дальнейшие мы этот проект будем продолжать уже с, ну, возможностью включения в эти книги именно регионального компонента. Ну, то есть это будет какая-то такая книжка, которая раньше уже публиковалась, вы просто туда внесете Да, это уже добавку, да? новые издания, новые уже по-своему. То есть мне один журналист на радио интересный вопрос задал. Вот, какая книга больше всего быстрее продавалась? Я сказал, что это кошки. Он говорит, а почему? А где татарская? Я говорю, что здесь татарская? Я говорю, ну кошка, она сама по себе татарская или русская, или у них национальности нет. Я говорю, поэтому вот он все настаивал на том, чтобы был татарский какой-то компонент среди котят. Ну, я понимаю, ну, тюбетейку надеть но здесь она как бы, это же энциклопедия, здесь не пририсуешь это. Знаете, вот ваш проект на самом деле касается с одной очень такой прям фундаментальнейшей проблемы татарского языка. Вот я держу в руках энциклопедию «Росмен. Бизнес». Современный мир бизнеса, экономики, финансов ушел очень далеко вперед. Сегодня, наверное, даже школьник знает, что есть какая-то криптовалюта и криптобиржа, где можно сделать миллионы, а уж там всякие опционы, фьючерсы и так далее, это в нашем обыденности уже есть. Все, люди там спокойно, инвесторы играют там в своих приложениях. Вот. Вы, по идее, своим проектом сделали какой-то просто невообразимый, я не знаю, эксперимент, что ли, татарским языком. Потому что, обозначу эту проблему, у большинства татар, в том числе и у меня, есть такое ощущение, что вот наш татарский язык как будто вот застыл в своем развитии. Что у нас не развивается вот научные какие-то слова, терминологии, да, там техническая терминология. Ну, в общем, вот во многих отраслях. Поэтому, когда вот вы делаете там конкретно тематические книги, вы же, в принципе, и в научную сферу тоже залезаете, да, как вы вот этот вопрос решаете? Ну, грубо говоря, там, наверное, компьютер на татарский язык были попытки перевести? Асанак, по-моему, да, хотели сделать? Но это бывает, Да. может дойти до абсурдных вариантов перевода. Да. Как вы вот этот вопрос решали? Здесь же действительно главное не перегнуть палку, прям все термины взять и там на татарский язык найти, там и какие-то вот... Есть Как одна вы знаменитая татарская газета, которая пытается перевести все слова и придумать новые переводы, и использует это, и она с большим тиражом распространяется, но на сегодняшний день это вызывает только улыбку. Они действительно идут своим путем, они переводят все, они ничего не оставляют, ни одного русского слова, никакого англицизма, который сейчас модного. Но я что хочу сказать. Здесь мы действительно все слова перевести, это просто не будет неправильно. Мы на сегодняшний день, как при издании этих энциклопедий, мы, во-первых, татарское книжное издательство испокон веков как бы всю свою деятельность еще и занимается изданием учебников для школ. И поэтому, если в учебниках, в официальном образовательном процессе не используются какие-то слова татарские, тогда мы их в этих энциклопедиях тоже не используем. Если они используются как русские, то есть мы их оставляем такими русскими. Потому что действительно до абсурда может дойти. Вот как можно перевести слово там триплан, самолет триплан. Но ладно, еще триплан как-то можно перевести, а полутораплан как перевести. То есть это будет перевести-то еще и возможно, но тогда человек вообще не поймет, о чем идет речь. Поэтому эти вещи мы оставляем на русском языке, вот какие-то некоторые понятия, некоторые обозначения. Это бомбардировщик, например. То есть ну, такие слова, которые переводу и не подлежат. С другой стороны, я считаю, что это все-таки вопрос научный, представителям науки. Мы параллельно еще помимо издания детских книг занимаемся, например, совместно с Академией наук Татарстана изданием различных трудов. В том числе, например, толковый словарь татарского языка в 6 томах. Вот первые 4 тома мы издали, сейчас еще остается 2 тома. Буквально несколько лет назад он был в 5 томах. Это говорит вот о развитии татарского языка, а сейчас этот же самый проект, он уже в 6 томах, он вырос. Еще хочу сказать, что можно, конечно, посмотреть у наших
тюркских народов, какие слова используются в других тюркских народах. Турки, узбеки, казахи. Узбеки, туркмены. Но я не считаю, что панацеей перевести все слова с русского на татарский, потому что мы все-таки живем в той среде, где эти два языка живут вместе, и более того, и в русском языке очень много татарских слов, и в татарском языке очень много русских слов. Я думаю, с этим воевать не надо, а нужно использовать это и обогащать благодаря этому и татарский, и русский языки. У вас, в принципе, эта серия вышла, да? Давайте поговорим о будущем. Помимо Росмена есть еще очень интересные книжки, например, у Эксмо. Есть у других издательств. То есть, если вот мы принимаем участие ежегодно в выставке на Красной площади, книжной выставке самой большой, там глаза разбегаются, поэтому материала немерено. Но и не нужно здесь мы взялись за те книги, которые были популярные, это популярный проект у Росмена. Не нужно держаться панацеи именно на переводные книги, надо и самим что-то создавать. К сожалению, очень мало у нас писателей именно для детей, потому что это очень такой специфический труд и очень сложно писать для детей, потому что нужно на уровне ребенка уметь мыслить, то есть погружаться в это. Почему я это знаю, у меня мама всю жизнь проработала в детском журнале «Ялкан», и она, несмотря на уже пенсионный возраст, она спокойно общалась, находила общий язык с детьми, потому что умела и писала, и журналы издавали, именно на детском языке, для понятном языке для детей. К сожалению, писателей не хватает вот именно на эти темы, хотя они есть. Аллаха шүкір. И на протяжении, как я сказал, уже 100 лет мы и многие практики, мы ведь издавали много книг, можно и переиздать то, что и у нас издавалось. А вообще вот за 100 лет в татарском книжном издательстве даже мировая классика переведена и издана на татарский язык. То есть можно найти и Джека Лондона, и любую книгу. Мы ради интереса какие-то проекты начинаем, и я начинаю, давай-ка попробуем «Незнайку на Луне» попробуем перевести на татарский, договориться с правообладателями, а потом смотрим, а он у нас 60-е, 70-е года какие-то, например, это уже выходило. Доктор Айвалид, начинаем выяснять, а он у нас уже был, у нас в библиотеках есть, то есть очень много книг уже издано, и не изобретая велосипеда, мы можем дальше продолжать работу. Я, наверное, тоже как родитель, как отец поделюсь своим замечанием. Не знаю, есть ли у вас на это собственное мнение, да. Мы как-то тоже с женой накупили вот таких красочных, красивых книг, на русском языке. Стали эти книги листать, и там вот главные действующие персонажи, понятное дело, дети, но эти дети были одеты в русскую национальную одежду. Мы так подумали, может быть, это для русских эта книга, да? Потом еще раз подумали, а мы же горожане, мы же так не одеваемся, как в этой книге нарисовано. Вот. И поэтому у нас сложилось такое мнение с женой, что как будто вот эти детские книжки, они не совсем про нашу реальность. Действительность. Да, действительность. Возможно, но у вас есть какое-то отношение к этому, чтобы книжки все-таки как-то отражали нашу действительность? Я считаю, должно быть разнообразие. Когда-то Всевышний создал разные народы, и не просто так, чтобы, если будет в клумбе цветы одного цвета, и это будет неинтересно, и все клумбы будут одинаковые, это будет некрасиво. Пусть цветы будут разнообразные, и книги тоже пусть будут разнообразными на любой вкус. У каждой книги свой читатель, свой потребитель, поэтому кому-то это не нравится, а кому-то наоборот нравится. То есть тут вопрос такой. Я за разнообразие. Ильдар Камилевич, где мы с вами находимся? У вас за спиной полки с книгами, причем книги серьезные, посвящены истории. В то же время мы слышим грохот тарелок, ложек и чьи-то голоса. Что это вообще за локация такая? Вот это к вопросу по нашему стремлению разнообразить и увеличить точки продаж, точки распространения наших книг, литературы. Всем известно, даже не открою секрет, если любого проживающего в Татарстане человека спросить, какой был самый большой книжный магазин в СССР, все скажут, на Баумана 19, весь первый этаж был
огромный, шикарный книжный магазин, где можно было все приобрести. А я вот помню только магазин Нурмаркет. Нурмаркет, он был после того, как Когда с горочки здесь... спускаешься, там из подземелья выходишь. Да, но, к сожалению, условия в подвале, в этом подвальном помещении, когда с крыши капало и наши книги там начинали гнить, и даже элементарных условий там не было даже возможности сделать ремонт, мы вынуждены были отказаться, причем там за огромную сумму мы арендовали. И действительно, татарская книга не должна жить в подвале. И вот мы как бы вылезли из подвала, открыли здесь магазин. В то время мы как раз открыли небольшой магазинчик вот здесь за стеной. А на сегодняшний день мы как бы расширили свое присутствие. И вот все историческое место того самого книжного магазина сегодня у нас утопает в книгах. Традиционно, пока многие об этом не знают, конечно, но те, кто узнают, вспоминают, приходит очень много положительных возгласов, которые нас радуют. То есть помимо того, что здесь это целый ресторан, здесь можно вкусно покушать, но и также вкусно почитать. Мы к этому проекту пришли, это благодаря идее нашего руководителя агентства Татмедиа, Айдара Саидгараевича Салимгараева. Мы с ним год назад открыли, чуть больше года назад открыли в здании Татмедиа литературное кафе. Проект оказался очень популярным, все журналисты там берут интервью, это локация, вот, например, вот даже с вами мы общаемся, это уже следующий шаг от литературного кафе. Мы набрались опыта, мы там помимо там покушать не такой большой ассортимент, потому что и площадь не такая большая, но там можно вкусный кофе попить, мороженое, коктейли. И этот год мы занимались этим литературным кафе, проанализировали всю работу. И после этого вот стартанули, уже сделали на центральной улице литературный ресторан Китап Клаб, который называется и в котором мы сегодня вот с вами находимся. Если человек сюда придет, там закажет себе всего лишь чаечек, но зачитается вашими книжками там на несколько часов вперед, его отсюда выгонит, нет? Он же заказ ничего не заказал же? Вообще нет проблем, здесь территории много, здесь места хватает, здесь мы увеличили количество мест, которые можно здесь, по сравнению с тем, что раньше было. И здесь что хорошо именно, потому что даже тем людям, которые, вот, например, не могут по каким-то причинам сходить в библиотеку, взять книжку почитать или как-то, и, как я сказал, мы не всегда хотим потратить деньги еще на детей, как-то мы еще глаза закрываем. А здесь можно прийти, спокойно выбрать вот из всех книг, которые здесь находятся. Здесь порядка более 500 наименований в ассортименте, которые здесь книги. Здесь можно посидеть, почитать, ничего не приобрести и уйти. То есть здесь уже есть такие клиенты, которые приходят сюда чисто почитать. И нас они радуют тоже. Хорошо. А в обед вот здесь, между прочим, хорошо, что мы сегодня встречу вот чуть-чуть перенесли, мы вот здесь места не нашли. То есть я сюда иногда приезжаю, как бы здесь бизнес-ланч, бывает такое, что я разворачиваюсь, ухожу, потому что очередь. Это приятно. Это такое прям центральное место на Баумана. Вот. Но с другой стороны, для чтения книги нужна какая-то такая вот тихая атмосфера, чтобы было тихо. Вот в библиотеках же не зря говорят, да, не шумите, а тут тарелки грохочется. Есть такое, но вот это к тому, что мы изучаем все возможности, как на сегодняшний день, какие возможны вот, по распространению, и такую возможность в том числе. Если человек любит тихо читать, он может здесь же приобрести эту книжку, причем, как я сказал, дешевле себестоимости, без никаких накруток, так как это наше фирменное место. Если еще и о тех контрагентах, как я говорил, они как добавляют свою добавочную стоимость, то здесь это по себестоимости в центре города. Здесь действительно шикарная гостиница, и здесь организовываются завтраки для проживающих. И у нас количество, в несколько раз сразу возросло количество продаж даже после того, как мы открыли эту локацию. Сейчас мы даже рассматриваем варианты увеличения тиражей на будущее, потому что спрос на книги есть, надо только уметь их доставить. Что касается детских книг, как я уже сказал, 8 лет назад я пришел директором в издательство, была критика полнейшая по поводу отсутствия детских книг. И с учетом продаж, 70% продаж именно детских книг, я считал, что это катастрофа. На сегодняшний день у нас, вот если я сказал, здесь более 500 наименований, то порядка 120 наименований – это детские книги. То есть, и потом они же
с учетом того, что мы ежегодно издаем большой ассортимент книг, часть книг уже исчезает из продажи, часть новая обновляется, процесс идет. Знаете, у меня есть друзья, они в свое время были тоже увлечены сериями книг там про Толкина и так далее, да. Ну, то есть, как бы появляется какая-то субкультура, которая вот в рамках каких-то вот таких вот книг, да. Вот вы вообще как бы наблюдаете, смотрите за зарождением каких-нибудь вот таких вот сообществ, там, фанатов, любителей каких-то серий, сериалов, фильмов, и под их запросы как-то Вы вот знаете, подстраиваетесь? я Есть ли для такая себя возможность? считаю, что вот, я сравниваю татарское книжное издательство немножко с футбольной командой. Мгм. Себя считаю одним из тренеров, наверное. А писатели для нас это футболисты. Мгм. Можно взять 2-3 хороших нападающих и выигрывать игры, поэтому мы, естественно, следим за появлением каких-то новых писателей, новых талантов. Например, у нас печаталась Альбина Нури, которая впоследствии переехала, В ее, Болгарию. да, и она издается уже на федеральном Да, да, да. уровне. Я видел ее книги, у нее книги какие-то там тоже романы, Ну, то что-то есть ее вот акустика. заметили после Да. того, как она издавалась у нас. Также вот на сегодняшний день я переживаю, боюсь даже, можно сказать, что у нас могут также увести Ольгу Иванову, которая на сегодняшний день очень популярная писательница, и мы ее буквально А о чем недавно она пишет? открыли. Я впервые ее У слышу нее просто. самая ходовая это трилогия по казанские повелительницы: Сюмбика, Гаухаршат, Нур-Султан. А, да-да-да. И вот сейчас Исторические Золотая Орда, романы. исторические романы. Взахлеб читаются. У меня супруга читает, прям в очередь стоят подружки, чтобы взять эту книжку почитать. Например, взять ту же самую, много о ней говорили, Гузель Яхину. По большому счету, когда мы с ней законтактировались, она еще не была ни победителем, она была в длинном списке там из порядка 500 книг. Мы изучали вот это в длинном списке претендентов я просто посмотрел Гузель, имя татарское, давайте попробуем, посмотрим, что же она написала. И изучили, и мы первыми, почему вот она на русском издала, а мы через месяц буквально уже издали на татарском языке. Зулиха открывает глаза, несмотря на то, что это достаточно по-разному было воспринято татарским сообществом, но для нас в первую очередь я показал, что в книжном деле можно еще и делать бизнес. Ни один банк такие проценты не дает. То есть мы вложили определенную сумму денег, и буквально менее чем за 3-4 месяца мы продали весь тираж, умножив свои деньги в 3 раза, Ну, получается. в общем, похайпили. Да, и потом еще дополнительный тираж издали, и его уже продали. То есть на книгах тоже можно делать бизнес, вот если правильно к этому, как к бизнесу относиться. И поэтому я вот из-за этого я сравниваю с футбольной командой. Побеждать и побеждать — наша задача в этом плане. Я, наверное, стану на сторону тех татар, которые не любят Гузель Яхину, но раз уж вы издали ее книжки, эти книжки вам принесли прибыль, и вы потом сделали такую прекрасную серию энциклопедий. Вот эта прибыль, она ведь для наших, это Да. тоже ведь Ладно, пусть тогда будет Яхина, пусть пишет. Самое главное, вот для детей бизнес, животные, футбол, все вот это пересказать, рассказать на татарском языке. Все. А это спасибо нашей комиссии, спасибо президенту, который создал эту комиссию, и нашим членам нашей комиссии по сохранению татарского языка. Хорошо. Спасибо большое. Вам спасибо.